прозрачной пелене, как в сказочной стране, застыло в ожидании все. Хрустящий белый снег, свечи, не меркнет свет. Все это словно в сказке детской. И отражений снов в игрушечном стекле, подарков новогодних блеск. Лишь циферблат часов из детских наших снов напомни, что уже 12. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Поздравляем мы друзей любимых и родных. С Новым годом, друзья, с Новым годом. Пожелаем мы друг другу счастья и любви. Любимый всеми час, в году всего лишь раз настал и закружилось все. И масса карнавал вмиг за собой позвал, на мир спускаясь серпантином. Бенгальские огни, шары, конфетти, шампанского в стекле игра. Хрустальный звон бокалов, страстей ночных накал напомнят, что уже 12. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Поздравляем мы друзей любимых и родных. С Новым годом, друзья, с Новым годом. Пожелаем мы друг другу счастья и любви. Счастья и любви. Счастья и любви. Счастья. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Поздравляем мы друзей любимых и родных. С Новым годом, друзья, с Новым годом. Пожелаем мы друг другу счастья. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Поздравляем мы друзей любимых и родных. С Новым годом, друзья, с Новым годом. Пожелаем мы друг другу счастья и любви. С Новым годом! С новым счастьем! Спасибо! Браво! Да, секунду. Браво, браво! Ну что ж, вот и наступил 2024. Кто-то возлагает на него большие надежды, кто-то строит новые планы, кто-то мечтает о чем-то очень таком сакральном, о чем-то своем. Ну а мы возобновили встречи в формате квартирника. Квартирника на крыльях ТВ. Ура! Этот формат особо любим для зрителя, потому что есть возможность вот в такой вот теплой, домашней, уютной обстановке взаимодействовать с любимыми артистами, слушать прекрасную музыку. Но и мы постараемся, чтобы этот вечер надолго остался в наших сердцах, в нашей памяти, а через объектив камер мы постараемся передать эту атмосферность и телезрителю. А серию квартирников мы решили начать именно с приглашения этого прекрасного коллектива. Ну просто посмотрите на них. Два ярких музыкальных явления. Два коллектива, которые когда-то объединились для того, чтобы творить, чтобы создавать настоящую, качественную, любимую музыку. Группа «Фидан» и «Александровский проспект». А именно Артур Чекоев, Валерий Нартиков, Асланбек Датиев, Мадина Тамаева, Юрий Родионов, Эльбрус Калагов, Альбина Газаева и Герман Такаджан. Ваши аплодисменты. Ну что ж, друзья,
Вот он, прекрасный этот коллектив. И я думаю, что самым ярким событием именно в жизни этого коллектива был недавнешний юбилей, который мы отметили в конце того года. Фидану, оказывается-то, 25, целых 25. Как говорят, совсем ни в чем не повинным людям дали по 25, да? Ну и, ребят, вот чувствуете себя взрослыми уже? Вот уже да. Суставы болят. Дорастаем. Ты о себе говоришь. Я знаю, что мы все вместе отметили ваш юбилей. Практически всей республикой мы отметили 25-летие группы «Фидан». Буквально весь город пестрил афишами, вот эти красивые красные полосатые афиши, на которых было написано «Фидану 25». И я думаю, что дальше больше. Город мой, моя столица, невозможно не влюбиться. Не видал я краше города, чем ты. Словно лебедь белый город, под крылом синеют горы. Как красив с тобой полет моей мечты. Словно лебедь белый город, под крылом синеют горы. Как красив с тобой полет моей мечты. Город мой, моя столица, невозможно не влюбиться. Приезжай навсегда, полюбишь ты. Наши парки и проспекты, телек наш как воспеты. Наши девушки прекрасны, как цветы. Наши парки и проспекты, телек наш как воспеты. Наши девушки прекрасны, как цветы. Город мой, Орджоникидзе, невозможно не влюбиться. Здесь верны любви и дружбе навсегда. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Здесь тепло сердец горячих для добра, а это значит, будет жизнь всегда, как песня молода. Спасибо. Браво, Владикавказу. Группа «Фидан», вам 25, все вместе, да? Вы совершенно разные. Все это видят даже? Совершенно разные. У нас тенор, баритон, бас-баритон. Как вы вообще нашли друг друга? Был еще Женя Абаев, да, который входил в состав квартета. Вот коротко расскажите об этом. Ну да, начинали мы вчетвером. Да, Женя Абаев, ныне известный шоумен.
Вот, он у нас топерничал. Писал первые фонограммы, первые аранжировки, написанные с ним. Да, ну вот так. Открою секрет, Асик продал машину, чтобы купить синтезатор. Это правда? Для чего ты сейчас это говоришь? Вспомнилось, да? Чё ты красавчик? Говорите. Хочется сказать, что я лично впервые услышала о группе Фидон. Мне было, наверное, лет 19. Это были 2000-е годы, начало 2000-х лет. И тогда группа Фидон пела вот первые вот эти песни, которые Мадемайером был, да? Какие еще были композиции? Первый альбом, да. Первый альбом написанный в сотрудничестве с Игорем Кусраевым и Рафиш Кушнажарат. Он аранжировал. Ну, Гена Сланов, да, как музыкант, там много ребят принимало участие. Да, ну аранжировал, вообще продюсировал музыкальную часть проекта Игорь Кусраев. Мажарда, Омахурахай, Дымга, Иристон наша, Шой Саушой. Ковернули мы Ай, старые Шия, вещи, Мажа, старые забытые вещи мы ковернули, это был первый шаг. Память у Валерика, согласитесь. Всего лишь 25. 16 песен. В альбом входило 16 песен, да? Но вообще, чья была идея это все чудо создавать? Наша. На самом деле это было очень оригинально, потому Это сугубо что наша идея была. эти песни ведь многие пели, да? Это были песни из кинокартин. Нет, на тот момент, Ира, извини, на тот момент эти песни были немного забыты. 90-е годы, вот мы, что греха таить, 90-е годы стали такие продукты производить, да, что стало страшно немного. Неужели вот в будущем, вяли. да, в будущем нас ждет вот это? Ну, как бы, неужели у Осетии нет будущего? И вот мы попытались таким образом сохранить, потому что мы понимали, что нужно, как сказать, модернизировать, что ли, старые вещи, чтобы они были понятны и для молодежи в том числе. Ну и вот, как бы, вот это была да, главная идея была вот эта. Вы буквально спасли северостинскую эстраду, да, скажем? Ну, Нам лучше знать. Ну, не так. разве что несколько песен, да. Дело в том, что вы действительно сразу попали в топы, скажем так, как минимум в топ-10, потому что вы это сделали очень оригинально, и вы сразу стали любимы зрителем, телезрителем, вы сразу стали именно популярны среди всех поколений. Я думаю, что вы сейчас являетесь очень популярным коллективом. Я знаю, Валера не разрешает его хвалить, но по-другому никак не скажешь. Спасибо. Группа Фидон — это ребята, которые прежде всего прививают любовь к качественной музыке, к народной, к национальной музыке и действительно создают вот этот прекрасный продукт, которым мы можем пользоваться и передавать следующим поколениям. Ну и, наверное, все знают, что в коллективе самый красивый Артур Чекоев, да? Спасибо. Спасибо, я ж специально приплачиваю за это. Спасибо за это. И доплачиваю. Еще вот хочется вопрос про прозвище «Дед». Партийная кличка. Да, чтоб не сглазить. Есть Бенджамин Баттон, а есть дед, который уже с рождения, да, стал дедом. Почему он все-таки остался дедом? Почему он стал дедом? Но если он позволит, Бывает дедом, понимаешь? если он позволит, то... Дело в том, что когда мы познакомились с Артуром, он тогда уволился из армии. Старшина Да, запаса. старшиной запаса, да. И у него была привычка, говорит, ты как с дедушкой разговариваешь? Типа, дедовщина это, а ты как разговариваешь с дедушкой? Вот. И мы его стали так кличить. Помню, да. помню. Конечно. Понимаешь, что слова материализуются. Ты посидел раньше всех. Это стриптоцид. Ну и давайте продолжим петь Не, прекрасный... брутально, нормально. Брутально, очень брутально. Особенно профиль. Покажи профиль в камеру. Какую камеру? В любую. Ну и одна из моих любимых песен именно в вашем исполнении — «Рузинг». Hazartı saçtı taş uzat Kalın sirtama
Amırmaşta iuna gruza Rухшканым ана Жардах, жандардар, фантыл суры, Фалачи жақсанраш. Рузын гайма амут худы Авишуза как машт Жардах, жандардар, фантыл суры, Фалачи жақсанраш. Рузын гайма амут худы Авишуза как машт Умананда ватырузы, Рухшрайшом тыха. Умананда ватырузы, Мен ушон авша. Жардах, жардардар, фантыл зуры, Фалачи жақсанраш. Рузын гаймам, амон худы, Авишуза как маш. Жардах, жардардар, фантыл зуры, Фалачи жақсанраш. Рузын гаймам, амон худы, Авишуза как маш. Жардах, жардардар, фантыл зуры, Фалачи жақсанраш. Рузын гаймам, амон худы, Авишуза как машт. Жардаварштай шузы Амамышы дау Анавала уасырузы Сартмын сардауна Жардах, жардардар, фантыл зуры, Фалачи жақсанраш. Рузын гаймам амон худы Авишуза как машт Жардах, жардардар, фантыл зуры, Фалачи жақсанраш. Рузын гаймам амон худы Авишуза как машт Авишуза как маш. Авишуза как маш. Авишуза как маш. Спасибо за ваш народный пункт. Знакомый стук не потревожит мою незапертую дверь. Ты не придешь сегодня тоже, тебе не нужен я теперь. Ты стать могла моей судьбою, но розы даром отцвели. На небе надо мною летят курлыча журавли. Летят над лесом и над жатвой, коротким клином за селом. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Моя рука к груди прижата, как
перебитое крыло. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Знакомый стук не потревожит мою незапертую дверь. Ты не придешь сегодня тоже, тебе не нужен я. Александровский проспект, Асарамбом, мира. Тигры. Прекрасная песня, и послушав эту песню, нельзя не сказать об осетинском легендарном кинематографе. Тем более, позвольте, буквально 2 минуты, здесь присутствуют представители более молодых поколений. Все начиналось именно в 60-е годы, тогда сформировалась эта североосетинская студия телевизионных фильмов, если не ошибаюсь, да? Вот здесь присутствует Тимур Владимирович Кусов, он не даст соврать. И работа ее началась именно со съемки фильма Замбека Джанаева, это был любительский фильм, и вот тогда все и началось. Именно вот тогда студия запустилась, так? Она звучала по всему Кавказу, можно сказать, в Союзе, да, об этом знали. Какие люди принимали участие в съемках. И, конечно же, великолепные картины Рафаэля Сетраковича Гаспарянца, который буквально до последних дней, да, работал на ГТРК «Алания», который снял такие прекрасные картины, как «Песни над облаками», как «Легенда горы Тбау». Также прекрасные комедии «Сюрприз», «Волшебная папаха», да? Да, это Измаил Петрович Бурнацев, прекрасный режиссер. Замечательные картины Дзыбоева, отца вашего друга, с которым вы до сих пор в тесных... Да, Батырбек Типсарикоевич, «Ах, любовь», «Мужское самолюбие». Прекрасные картины. И отдельное вам спасибо. Группа «Фида» на Александровский проспект, что вы доносите до нас, вот эти эмоции создаете, потому что для нас это очень-очень дорого. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. О, Махурха, прошу чешга, Данушма, Маса, Маси. Дама болис, прошу чешга, Фалман мид былман фаху. Дама болис, расшух
مسار دیدینا دمن شفتا ماری دداما بالниц расшух чешгай Фалман мид болман фаху Дедама больниц расшух чешгай Фалман мид болман О Мадуне, фарный сарай, ах шишгонну давай дакон, Даусы бон феттон махурхай Вадайдын масарны вот Даусы бон феттон махурхай Вадайдын масарны вот Парнайх масараймын масарды дейдин агдымын шықтай мари Бон фендон махурхай Вадайдын масарны вот Даусы бон фендон махурхай Вадайдын масарны вот Окум был закун, шаурфы, Даданушма, басар, баси, Дедама больниц расшух чешгай Малман мид болман фаху Дедама больниц расшух чешгай Малман мид болман фаху Парнайх масараймын масарды дейдин агдымын шықтай мари Дедама больниц расшух чешгай Палман мид болман фаху Дедама больниц расшух чешгай Палман мид болман фаху Бужник, бужник. Арфагон тут уже. Савош Аража. Браво! Браво! Ну и после... Браво, это Сюткин. Фидан, Фидан. Виден! После этой прекрасной песни хочется обязательно сказать еще об одной замечательной картине. Это фильм «Во всем виновата Залина», да, которую отснял Роберт Меркун. Замечательная просто картина. И наверняка все вы знаете, что эту песню в фильме исполнял прекрасный человек, который тоже в конце того года отметил свое 80-летие. Это прекрасный актер театра и кино, замечательный спортивный комментатор и спортивный журналист Урузмак Баскаев. И когда Урузмак Биболаевич отмечал свой юбилей, ребята приезжали к нему, сделали ему огромный сюрприз, буквально вышли и столько приятных впечатлений подарили человеку. Поэтому этот фильм, эта песня особенная для нас. И есть еще одна, да, из этой картины? Давайте послушаем.
тщеславием зари. Ну, сердце чисто, как слеза, И под ресницами длинными звездами светят глаза. Всех прекрасней ты в нашем милом краю. Жизнь готова дать, я за любовь пою. Все мы вздыхаем украдкою, Ты словно солнце для нас. я бы готов был украсть тебя, Но посмотри, сколько глаз. Всех прекрасней ты в нашем милом краю. Жизнь готова дать, я за любовь пою. Жизнь отдать, за любовь пою. Жизнь отдать, за любовь пою. Буду сражен скоро вестью я, вестью о свадьбе твоей. Ты мне все снишься невестою, только, увы, не моей. Всех прекрасней ты в нашем милом краю. Жизнь готова дать, я за любовь пою. Жизнь отдать, за любовь пою. Жизнь отдать, за любовь пою. Спасибо. Спасибо. Нужно Bravissimo, bravissimo. Штай Тарсин звинатишен, арфантет мажарен гой. Сабунда на феном жар Да и ришен дарма, что так карен гой. Талгай варжен выйдем кучагом, крупная амбарышо. Был худ гажардая, азухтарым балин, нарашу дуняев дема саукая, анушма фасариной. Ох, сыкраном, нартым кучагон, мава варжын дарыгон. Макубавас, тышмак шағыштан, мажарда вқарын ғой. Бафаштакте болдай дахи куддантай, ажумаям баштоной. Тасин тада он тыкай шақтай.
Марджета хахтано Махай каднафада Ватар машарда Таумышкая сарзанго Тиша, тиша, гахшит галаштан Рох канан на его Ох, тахуд ану вдваштан Рох канан на его Гахшит галаштан Рох канан на его Ох, тахуд ану вдваштан Я хоржах кайфас его Спасибо. Спасибо. Арфагонду. Арфагонду. Ой, сарма хатрабу Шезарай лавы Арашти курацаву Зардаристай аз Шершерканой дунгама Алибонае Зардабабай фаресу Балаши индай Варзунджина даме А вот и шеста Варзонджина данаме А женгне хустай Шершерканой дунгама Алибонае Зардабабай фаресой Балаше индай Шершерканой дунгама Алибонае Зардабабай фаресой Балаше индай Фалконаес анаварс Ацанхецаран Валзак бабай баласа Рафтаудай шефта Шершерканой дунгама Алибонае Зардабабай фаресой Балаше индай Шершерканой дунгама Алибонае Зардабабай фаресой Балаше индай
шерканули тунгама, алибонае, сардабабай фаресой, палащииндай. Шерканули тунгама, алибонае, сардабабай фаресой, палащииндай, палащииндай, палащииндай. Спасибо, спасибо. Арфяга. Арфагон тут Бужнак. Ну что ж, друзья, прекрасная дегорская песня в исполнении почему-то дегорца. Прекрасного дегорского парня. Прекрасного Дегошамова Кращевого. Аллаком. Чекалинский опус, да? Ну, Валлахком, не обольщайтесь. насколько душевно звучат в исполнении группы, части группы Фида на Александровский проспект, именно вокальная часть, но и насколько душевно группа Александровский проспект делает вот это, вот творит буквально. Давайте мы им отдельно поаплодируем. И сейчас хочется поговорить именно о части группы, об Александровском проспекте. И хочется поговорить именно о тех представителях, которые существовали, росли как музыканты еще до того, как коллектив украсили вот эти две прекрасные девушки. Это Мадина Анатольевна Тамаева и Альбина Сергеевна Газаева. Ребята начали с художественной самодеятельности. Это были еще 90-е. Ну, вообще 90-е годы, они очень урожайные на ярких музыкантов. И именно вот тогда, скорее всего, амбициозные, молодые, талантливые музыканты ворвались вот в этот противоречивый, непростой мир постперестроечный. Вот тогда все и начиналось. Это был Начался естественный отбор. Естественный отбор, и, как видите, да, выживают сильнейшие, талантливейшие, красивейшие и добрейшие люди, которые сейчас здесь у нас в студии. Эльбрус, Юра, Герман. И вот хочется буквально немножко сказать о вас, о каждом из вас. Вот Юра Родионов, да, мы знаем, я точно знаю, что ты писал песни, что ты писал и слова, и музыку. Хоть ты и говоришь, что вот очень грубым словом назвал шняга, да, это неправда. Юр, может, ты вот кусочек буквально сыграешь для наших зрителей? Что-нибудь хотя бы. Пожалуйста. Попросим. Просим. Юра у нас, кстати, настоящий байкер. В прошлом, в настоящем, да? Всегда байкер не бывает в прошлом. Коллекционер мотоциклов. Это диагноз. У них дома был выбор. Либо супруга сказала, либо я, либо второй мотоцикл. Ну, второй мотоцикл ушел с Авито, да? Нет, 2 мотоцикла было, 3 было мотоцикла. Сперва один ушел, потом второй. Ну, они с супругой сосуществовали прекрасно. Но семья сохранилась, да? Конечно. Ну что ж, давайте, маэстро. Но второй мотоцикл она мне не разрешала продавать. И вы завели собаку. Я даже не знаю, честно говоря. Я не знаю. Что-нибудь, Юр. В одну гитару. Вот это здорово. Спасибо, Юра. Ну это что был? Хочется. В Монголии? Рядом с Монголией. Хочется сказать, очень идейный парень Юра. И вот есть такой термин, мы внутри себя используем, фишки, да? Там касаемо какой-то отдельной песни или композиции. Вот, и вот очень богатый человек на фишки. То есть такой человек, обладающий вкусом своеобразным и очень таким тонким. Так что многие фишки в нашей музыке придуманы вот Юрой.
Так что это вот такой определенно творческий человек. Здорово. Ну, здесь лишних нет, слава богу, все собрались. Это действительно так. Помню, когда мы готовились, это был второй наш совместный концерт, я имею в виду, я вела ваш концерт. Первый был на площади, у нас буквально в режиме цейтнота мы подготовили концерт. Потом мы следующий концерт, когда готовили, я должна была какую-то информацию о вас собрать. Я спрашивала, что-то интересовалась. Я спросила, как вы вообще друг друга нашли? И наш прекрасный барабанщик Эльбрус Калагов сказал, нас свел Господь. Это действительно так, потому что сейчас группа «Фида» на Александровский проспект — это целая, настоящая творческая семья. Это не просто создание чего-то вместе, это уважение и глубокая вот эта любовь друг к другу. Я думаю, что это здорово. Я спешу тебя расстроить, ты тоже имеешь к этой семье отношения самое непосредственное. И я совершенно не расстроена, Асланбек Хазбиевич. Спасибо огромное. У нас так, кто попал в наши сети, все. Как сейчас модно говорить, мужчины, пикаперы говорят, Какие наши годы, Вик? тебя невозможно любить. Да вот вас невозможно просто любить и бросить. Вас просто невозможно без вас жить. Мы говорили об Эльбрусе. Эльбрус, мы знаем, что ты очень талантливый. Мы знаем, что ты очень крутой. И мы знаем, что ты не любишь играть соло. Но мы бы очень сильно тебя попросили, ну что-нибудь. А мы давайте сыграем потом песенку вместе со всеми. Да прямо сейчас и можно, да? А давайте. А почему нет? Давайте. Почему? Еще одна прекрасная песня из осетинской кинематографии. Поехали. Я могу, если хочешь, тебе до рассвета присниться. Рассказать о грядущем и вспомнить о чем-то было. Я могу, если хочешь, к тебе прилететь, словно птица. И ресниц удивленных тихонько коснуться крылом. Я могу, если хочешь, стать тверже любого алмаза. И дорогу к тебе прорубить среди сомкнутых скал. Я могу, если хочешь, зайти на вершину Кавказа и увидеть простор, о котором когда-то мечтал. Альбина Газаева. Талисман группы «Фида» на Александровский проспект. Мадина Тамаева. Эльбрус Калагов. Герман Такаджан. Юрий Родионов.
могу, если хочешь, я могу, если хочешь. Я могу, если хочешь, гореть маяком озаряя Непроглядную темень, единственный путь к кораблю. Прикажи, если хочешь, мне все по плечу, дорогая. Все я сделать смогу, потому что тебя я люблю. Эй! Спасибо. Александровский проспект. Ура, ура, ура. Это Спасибо. Ирон Квартирники, у нас группа Фидан и Александровский проспект. Их замечательная музыка, замечательная песня. Друзья, те, кто любит репертуар группы Фидан и Александровский проспект, входят казачьи и русские народные песни. Они очень любимые зрителям, телезрителям, и они очень любимы в их исполнении за пределами нашей республики. Буквально в этом году коллектив уже получил приглашение на байк-фестиваль в Новопавловск. Расскажите вообще нам об этом. Что это за фестиваль и что вы там забыли? Это замечательный клуб, который называется «Торнадо». Президент наш очень близкий, уже очень близкий Уже много лет. Виталий Яковенко. Когда-то, в каком году, уже, наверное, лет 10 назад нас пригласили первый раз. Мы поехали, и мы были очарованы. Но складывается впечатление всегда у обывателя, что байкеры — это люди, которые сплошь пьяницы, лишь бы попить, подраться. И брутальные, да? Да. Но тут оказалось, это люди настолько замечательные, они добропорядочные, состоявшиеся. Несостоявшийся человек не может быть байкером. Хорошим байкером, да? Да. Они настолько теплые, они настолько дружелюбные. И мы уже лет 10 дружим с байк-клубом, с этим фестивалем. Кстати, песню их поем тоже мы, да? Гимн. «Торнадо» они доверили спеть нам. Это да. Вот. Спасибо. И для нас ездить на этот фестиваль в радость. Для нас этот фестиваль уже родной. Уже давно родной. Так что... Ну, зрителям постарше, скажем так, вот такое ощущение, как будто ты попадаешь в 70-е, 80-е годы. Представляете? Такая атмосфера. По атмосфере, да. Теплая такая, родная. А поете ли вы там что-то наше осетинское? Обязательно. Это их Практически просьба. весь репертуар мы поем. Правда? Да, и заходит, да. Там Здорово. очень теплые отношения. Еще и за это вам спасибо, что вы популяризируете нашу музыку, нашу песню за пределами республики. Спасибо. Здорово. Спасибо. Ну и раз уж мы заговорили о казачьих песнях, давайте «Коня». Не совсем. Русская народная. Чья? Матвиенко, Которая? Ушла в народ. которая маэстро сам разрешил ее исполнять всем, кто хочет. Да, Выкинул потому что ее в она народ, уже да? практически народная, да, и он очень благородно Ну, поступил в стиль-то этом казачий, отношении. стиль исполнения. Ну да, русский народный. Жанр. И просим, пойте с нами. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с
скачем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты вези по полю меня. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлеба. Было всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю вдевятером. Ай, Тимур, да заработали. Спасибо за поддержку, Тимур. Спасибо. Вместе мы всегда сильнее. И это правда. Вам спасибо за то, Спасибо, что вы Тимур. с нами, и за то, что у нас есть возможность быть рядом с вами. Спасибо. Ужинок, Тимур, ужинок. Спасибо за поддержку. Спасибо. Живот саманштутен kar Шаукашмату расыдиш каланай Салыргон вехшанай фама Пожадышты бинонта загалай Ой, пожадышты ой, шабинонта ой, загалай ой. Ой, пожадышты ой, шабинонта ой, загалай ой. Шапков шатунал самая хаш Шаргы бахыл уаштыр кияу бадди
полотна kahta sаж. Шахмату калга ярхауди. Ой, яма шахмалой, ту калга явой, архауди шой. Ой, яма шахмалой, ту калга явой, архауди шой. Шивадай, чиважая гаш, ашется ерго сала. Манал да ашын схвасал макаш, фалахаштых джандару хвасалай. Verschiebet samen Stutenkart. Шалқышматыл расы дейш қаланай. Салыргону ехшанай фамар. Башадышты винонта сахалай. Ой, башадышты ой, шабинонта ой, сахалай ой. Ой, башадышты ой, шабинонта ой, сахалай ой, башадышты ой, шабинонта ой, сахалай ой, башадышты Шабинонта Сахалай. Огромный песня. Отдельное вам спасибо, ребята, за этот репертуар, потому что он в какой-то степени дает надежду. Он греет сердца именно тем, кто сейчас в трудной ситуации, где-то далеко от дома, которых ждут родные, близкие. Мы ждем с надеждой. И спасибо вам за это. Спасибо вам за прекрасный военный репертуар, который у вас есть, который вы так душевно, чудесно исполняете. И каждый праздник 9 мая, он особенный, потому что эти песни, они касаются каждого из нас, а вы это делаете, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо. Уже. Ребят, я знаю, что еще до образования вас как трио, я имею в виду, вы пели, вы принимали участие в студенческие годы и в Большом КВН, и выступали очень часто на сцене Северо-Осетинского госуниверситета. И вы именно в студенческие годы начали писать свои первые музыкальные композиции. Можно буквально коротко об этом рассказать? Многие вас об этом спрашивают, но лично я хочу еще раз это услышать. Какие песни, как писалось, что вас вот вдохновляло? Можно будет буквально пару слов. Была ли это любовь? Нет, ну годы самые те для того, чтобы влюбляться. В нашем репертуаре есть несколько песен. А в частности, одна любимая. Репетировали, подготавливали вообще ее к этому мероприятию. Да. Как хорошо. Нет, ну в любом случае сыграем. Какие проблемы. А дело в том, что в студенческие годы, на большой перемене, а может быть даже пропустившие пары какие-то,
которые мы считали не так. Актерского факультета. Да. Да, во времена учебы на факультете искусств актерского отделения собрались несколько талантливых ребят, которые сейчас достаточно известны в нашей республике. Это такие как и за пределами республики, да. Это режиссер Андрей Кокоев, это Анзор Бараков, режиссер театра Шаби, да. Это Игорь Схавребов, который поет сейчас в Ростовской филармонии, да. Он заканчивал Ростовскую консерваторию, сейчас в Ростовской филармонии поет, солист филармонии, да. Булат Будаев, да несколько человек, Артур, по-моему, даже с ним был. Несколько человек под пивко, шушагой. Вот, и родилась вот эта песня. И мы ее очень любили, мы ее пели всегда вот в кругу друзей. Вот, и очень хотелось ее опрофессионалить. Извините за новый сленг. Вот. И на ваш суд, то, что из нее вышло. Угу. Если можно. Теплее. 3-4. Ты сейчас сидишь в тепле, я же замерзаю. Свет горит в твоем окне, мысли согревая. Сколько раз сказал себе, что тебя не знаю. Почему мы не вдвоем, я не понимаю. Почему мы не вдвоем, я не понимаю. Небо, звезды и луна мне друзьями стали. Каждый вечер у окна вы со мной скучали. В том беда влюбленных всех, что сказать не могут. Я надеюсь на успех, звезды мне помогут. Я надеюсь на успех, звезды мне помогут. Неужели и сегодня я тебя не встречу? Теплоты в твоих глазах больше не замечу. Смята пачка сигарет медленно светает, а тебя не будет, нет, я же это знаю. А тебя не будет, нет, я же это знаю. Спасибо. Назад 25 лет. Оп, да. Спасибо. Друзья, на юбилейном концерте группы «Фидан», 25-летие группы, прозвучало 2 премьеры песни. Одна из них удивительная вещь получилась. Это перевод на стихи великого остинского поэта Косталя Ивановича Хитагурова «Я не пророк». И текст к этой песне ребятам подарил выдающийся человек, на мой взгляд, перевод текста Амирхан Михайлович Торчин. Вот я бы хотела, чтобы Аслан Бехазбиевич немного об этом рассказал буквально.
Ну, так получилось, что помимо того, что он великий человек, он, в общем, двоюродный брат моей мамы. Вот. И много лет занимается творчеством, да, много песен написал. Вот, позвонил несколько лет назад с просьбой рассмотреть вот этот материал. Я обрадовался, честно говоря. Но дело в том, что 2 года мы не могли понять, что делать с этим материалом. Понимая ответственность всю, да, что Коста должен прозвучать серьезно, да, да, вот, и, ну, 2 года, наверное, мы не могли прийти к консенсусу, что делать с этой песней. Но в результате, вот, благодаря Мадине Анатольевне, песня получилась, на наш взгляд, вот, получилась серьезной, такой значимой, основательной. Вот, за что и огромное спасибо. И спасибо Амирхану Михайловичу за эту песню. И спасибо Артуру Викторовичу за прекрасное исполнение. Об этом попозже. Да. И была еще одна премьера. Музыку тоже написала наша прекрасная Мадина Анатольевна, лауреат многих всероссийских международных конкурсов пианистов. Давайте мы ей поаплодируем. И сейчас в составе группы она еще развивается как композитор, и очень удачно. И следующая песня — это стихи Расула Гамзатова. Эти стихи он посвятил своей любимой жене Патимат Гамзатовой. У них были действительно очень такие теплые отношения. Это вот именно для меня это пример отношений. Я почитала об этом, и мне это очень нравится, очень близко. А Мадина Анатольевна выбрала эти стихи, потому что эти люди, которые входят в состав коллектива, они очень любят своих вторых половинок. Правда. Я это вижу, говорю, заявляю со всей ответственностью. Да, это очень крепкие, очень дружеские отношения, семейные узы. И поэтому вот эта песня, она очень-очень вам подходит, дорогие мужчины этого коллектива. Музыка Мадины Тамаевой. Слова — это стихотворение Расула Гамзатова. А так как именно этого человека с нашей республикой, с нашим народом связывает что-то особенное, это в том числе каждый из нас знает, что, на мой взгляд, великая песня, да, «Семь журавлей». Журавли. Да, это текст Расула Гамзатова, который написал ее, посвятив нашим ребятам, 7 братьям Газдановым. Все об этом знают, пусть молодые об этом, но молодое поколение тоже об этом знает. Ура! Я видел разными твои глаза, когда затишье в них, когда гроза, когда они теплы, как летний день, когда они темны, как ночи тень, когда они, как горные озера, из-под бровей глядят прозрачным взором, когда затишье в них, когда гроза, я видел разными твои глаза. Я видел их, когда им что-то снится, когда их прячут длинные ресницы. Смеющимися видел их, бывало, печальными, глядящими устало, когда они, как горные озера, из-под бровей глядят прозрачным взором,
когда затишье в них, когда гроза, я видел разными твои глаза. Склонившиеся над моей строкой, они забрали ясность и покой моих невозмутимых раньше глаз. А я чудак, пою их в 100-й раз. Они ведь словно горные озера, из-под бровей глядят прозрачным взором. Когда затишье в них, когда гроза, я видел разными твои глаза. Когда затишье в них, когда гроза, я видел разными твои глаза. Спасибо. Прекрасная песня «Над моей строкой». Музыка нашей Мадины Тамаевой, музыканта Александровского проспекта, на стихи великого поэта Расула Гамзатова. И сейчас я бы хотела пригласить сюда, уступлю буквально вот это место, нашему гостю, прекрасному российскому журналисту, директору ГТРК «Алания» Тимуру Кусову. Под ваши аплодисменты. Это на самом деле для меня, наверное, один из главных экзаменов в жизни, потому что Расул Гамзатов — человек, который каждого из нас проверяет на способность быть душевным, искренним, откровенным и способным любить свою родину. И спасибо, я хочу сказать ребятам из группы «Фиден», моим друзьям, за то, что они вот буквально вытянули из меня эти стихи, потому что они были абсолютно такие для себя, для очень-очень... Самые лучшие стихи, которые пишутся для себя, типа, так что... Да, да. Они не были для каких-то там публичных мероприятий, для каких-то публичных событий. Вот. Но как-то ребятам прочитал во время одной из репетиций к этому главному концерту юбилейному. Вот. И ребята сказали: а давай попробуем вместе. Вот. Сам Бог велел, честное Да. слово. Вот. И я поэтому... Мадин, спасибо огромное. Спасибо, ребят. Спасибо, Артур, Валера, Аслан. Спасибо вам огромное за то, что мы сегодня здесь. Знаете, Расул Гамзатов, поэт, это много раз говорили до нас, поэт аула и планеты. Человек, который смог вместить
очень много любви и очень много того, что мы сегодня с вами называем очень теплыми, душевными какими-то словами. И я с удовольствием сегодня вместе с вами приму участие в этом концерте в качестве автора этих слов. Расул, Кавказа мудрый аксакал, однажды вечером, когда зурна умолкла, под шепот волн Каспийских рассказал, как душу обогреть, когда продрогла. Ты легкой жизни не ищи, сынок. Расула голос молвил из пучины. Когда твой конь в дороге занемог, ты не гони его в безлюдные теснины. Дай выдохнуть и напои водой. Вернется пусть к нему былая сила. Приобними коня одной рукой, чтоб недоверие его не подкосило. Камней так много на пути твоем, и чем ты выше в гору, тем труднее. Вдвоем, втроем идите, вчетвером. Как много вас, чтоб быть еще сильнее. Расул, Кавказа мудрый аксакал, мне под твои стихи приснилось море, и в этом сне я вдруг с седла упал, когда задумался о радости и горе. Когда змея обвила мой порог, я угощал ее и молоком, и медом. Когда же праздником переполнялся рог, салют мой не гремел под небосводом. Обидел многих я невольно, наш Расул. Ты мне об этом вовремя напомнил, стихами вечными своими намекнул. Пустой кувшин, чтоб я вином наполнил. Взял кружки и друзей за стол позвал, прощая тех, кого за ним не будет. Спасибо тебе, мудрый аксакал. И пусть никто теперь нас не осудит. Огромная благодарность Тимуру Косову за прекрасные авторские строки, посвященные великому поэту Расулу Гамзатову, которые впервые здесь сегодня прозвучали у нас на Ирон квартирнике. Давайте поаплодируем еще раз. Я люблю вас, олимпийские. И раз уж мы заговорили о Мадине Анатольевне, наверное, мальчишки, будет несправедливо не сказать о том, как же все-таки украшают коллектив эти две чудесные девочки, девушки, женщины, талантливейшие музыканты. Вот кто из вас скажет душевнее всех? Артур Викторович, вот как самый красивый. Самый красивый, мы знаем. Спасибо. Мы их любим, как сестер. Мы их лелеем, холим, понимаешь, оберегаем от души. Это украшение, честно ты правильно сказала, нашего коллектива. От них тепло, энергия и покой какой-то, понимаешь, какой-то уют они в нашем коллективе делают семейный. Так что дай Бог вам здоровья. А еще они музыкальное дыхание наше. Действительно так. Музыкальный пульс. Здорово. Спасибо огромное, Мадина Анатольевна, Альбина Сергеевна. Даже в моем сердце, лично в моем сердце, вы занимаете очень большое место. Они
прекрасные люди прежде всего, которые так хорошо вписались в эту замечательную семью под названием Фидан и Александровский проспект. Мы продолжаем. Ирон Квартирник. И, наверное, мы не можем отпустить Альбину Сергеевну без какого-нибудь интересного, красивого соло. Этюда. Тем более такие крылья над вами. Легкое такое, летающее что-то. Национальное. Конечно, национальное. Просим. Так, Ухтафорный подарок. Спасибо огромное, Альбина Сергеевна Газаева. Осетинская гармоника прекрасна именно в руках очень талантливого и чувственного человека, музыканта. Вот именно таким и является наша Альбина. Давайте еще раз ей поаплодируем. Группа Фидан Александровский проспект. Столько лет вы создаете прекрасную музыку. Сначала каждый в отдельности это делал, да? Фидану исполнилось 25, Александровскому проспекту 22, да? Около 22 лет, если не ошибаюсь. Скажите свой точный возраст. Наверное, они еще не посчитали. И столько лет вы на сцене, столько лет вы дарите свою любовь зрителю, телезрителю. А как же вот насчет преемственности поколений? Все-таки годы берут свое? Ну, я могу сказать... Все секреты не раскрывают. Хорошо. Так, поверхностно. Я так думаю, ты не просто так называла и Мадину, и Альбину по отчеству. Это два педагога, которые свой опыт передают детям. Это два педагога замечательных, которые учат детей. Браво за это, низкий поклон. Ну, а мы, честно говоря, все, что мы можем делать, прививать нашим младшим вкус музыки, музыкальное развитие, мы стараемся. Слава Богу, дети наши музыкально, слава Богу, развиты. Они приобщены к музыке. И у Юры, и у Аслана. И у тебя. Слава Богу, будет новое поколение после нас. Буду трудиться будет, да. Которые... Не перехвали. Трудиться надо. Аватар, что ли? Привет. Коллаборации. Готовое никому не отдаем, да? Время покажет. Когда-то Аслан, я слышала, сказал такую фразу: мы готовы и помочь, и где-то и подарить, наверное, репертуар, лишь бы был такой коллектив, который готов был с душой это делать, действительно трудиться, вкладываться в это. Это так? Ну, есть у нас какие-то задумки. Вот, исходя из того, что время все-таки идет, мы не молодеем. Вот, группа называется «Фидан». Я вот так намекаю, да, чтобы все карты не раскрыть. Вот. Ну и есть какие-то задумки по Фидану. Да, потому что передать опыт, репертуар, ну, в общем, подрастающему поколению талантливому будем искать, Да. будем воспитывать, будем помогать.
все впереди даст Бог. А еще у нас есть песни, которые мы когда-то сделали, но они уже, так сказать, по возрасту нам не подходят. И их мы тоже отдадим молодежи, которая будет готова это петь. Ну, это вы зря, потому что Юрий Шатунов до последнего пел свои песни. И, кстати, вот вы говорите, годы идут, мы не молодеем. Это касается всех, кроме Артура Викторовича. Это понятно. Априори. Ну и давайте что-нибудь еще авторское. Сон приходит и уходит, оставляя в сердце теплую печаль. Ночь не хочет мне сказать, что знает, кто же виноват. Ты как огонь в моем камине, твои руки прохлады, водопад. Не хочу сказать тебе, не верю, кто же виноват. Снова в глазах твоих увижу отражение звезды, огненный закат, чей манящий голос ты лишь слышишь, кто же виноват. Вечер лукавый нам сказку подарит и соединит, как будто бы опять все, что сберечь не сумели мы сами, кто же виноват. Сон, улетая, вернется. Ты придешь вместе с ним. Свет во тьме улыбнется. Мы с тобой к нему полетим. Утро постучит в окно внезапно, унося тебя в неведомую даль. Ледяной рассвет нас разлучает, кто же виноват? День пустой течет рекой забыто, ожидание встречи мучает меня. Не хочу терять тебя, мой ангел, кто же виноват? Сон, улетая, вернется. Ты придешь вместе с ним. Свет во тьме улыбнется. Мы с тобой к нему полетим. Я глаза закрою и увижу тебя, прикоснусь к тебе нежно, ты узнаешь меня. Вечности не хватит насладиться тобой. Не хочу просыпаться, я хочу быть с тобой. Я глаза закрою и увижу тебя, прикоснусь к тебе нежно, ты узнаешь меня. Вечности не хватит насладиться тобой. Не хочу просыпаться, я хочу быть с тобой. Сон, улетая, вернется. Ты придешь вместе с ним. Свет во тьме улыбнется. Полетим. Спасибо. Давайте уже холодно, ну. А то жарко.
не сомневаться, что лишь тебя любил всегда. Хочешь, можем расстаться, только теперь решай сама. Поднимешь взгляд, протянешь руки, и все замрет в душе моей. Опять приму за счастье муки, любить тебя еще больней. Холодно, мне слишком холодно в твоем плену, цепями скован я, чтобы уйти. Не нужно повода, но сделать шаг я не могу. Холодно, мне слишком холодно в твоем плену, цепями скован я, ты лишь одна, навек дарована, тобой живу, дышу тобой. Просто смешно и поздно, теряя жизнь, играть в любовь. Сложно и невозможно, убив мечту, поверить вновь. Опять уйти, чтобы вернуться, и, потеряв, опять найти. Губами рук твоих коснуться, глядя в глаза, сказать прости. Холодно, мне слишком холодно в твоем плену, цепями скован я, чтобы уйти. Не нужно повода, но сделать шаг я не могу. Холодно, мне слишком холодно в твоем плену, цепями скован я, ты лишь одна, навек дарована, тобой живу, дышу тобой. Холодно, мне слишком холодно в твоем плену, цепями скован я, чтобы уйти. Не нужно повода, но сделать шаг
Очень трогательная песня. Буквально душа развернулась и осталась в таком положении. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. Закрыли, понимаешь? Песня на стихи и музыку Маргариты Бираговой, достаточно известная и известного автора. Где камера? Марго, привет, низкий поклон. А перед этой песней была песня, которую написал Игорь Кусраев. И музыка, и слова Игоря Кусраева. По-моему, там слова. Его, да. А следующее — это авторство Асламбека Датиева. И Игоря Кусраева. И Игоря Кусраева. Любимая доченька. Эта ночь мне опять не подарит сон. В сотый раз наберусь терпения и с надеждой взглянув на твой балкон, увижу свет. И до боли знакомый силуэт в твоем окне меня лишит покоя на мгновенье. Хочется к тебе сном волшебным на ресницы лунным светом по стеклу. Телефонный привет, ты моя звезда, ярче всех засияет в небе. Ты открыла, что ждет меня успех, ответив да. Но прекрасные самые слова, что есть на белом свете, ты услышишь на рассвете только, а пока сном волшебным на ресницы лунным светом по стеклу. Можно мне тебе присниться, я согреть тебя хочу. Эта ночь мне опять не подарит сон. 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 И спасибо огромное всем нашим авторам. Это и Аслану, это и Игорю Кусраеву, и Маргарите Бираговой, и Николаю Ивановскому, и Тотразу Кукаеву, и Шалико Тидееву.
очень большое количество людей, авторов, с кем мы сотрудничаем. И дай Бог им здоровья всем. Попову, Валерий Попов. Валерий Попову, режиссеру Русского академического театра. Работаем пришли. Чарочку. Авторские песни. Чарочку? Вы что? Конечно. Бабахнем чарочку, ребят. Ну чё, чарочка. Чарочку бабахнем. Пусть будет. На столе натесано хлеб да соль, да что свеча горит. Мне сегодня обещали нанести визит соловей да вора. Отворю ворота я, стекла выбью, сети разорву. Из кармана совесть выну, душу топлю в чарочке граненой. Без седла на спине, да по грешной земле не взлететь высоко. Ворон, птица черная, надо мной ты кружишь неспроста. Языки чугунные бьет голая тоска Колокольным звоном. Знаешь, разучился я по ночам со звездами играть. Так спускайся, нам друг другу есть что рассказать. За чарочкой граненой обгорело крыло, да на сердце добро не взлететь высоко. Утренне не поешь ты песней соловей. Небо перечеркнуто от тоски твоей молнией до грома. Тень крадется липкая по стене от пламени свечи. Ну давай, соловушка, воткни в печаль ключи. Чарочкой граненой разливай поскорей хмель бескрайних полей в душу мне, соловей. На столе натесано хлеб да соль, да что в полу пусто. Чарочки, огарочек дрожащую рукой я несу к иконам. В чарочке огарочек дрожащую рукой я несу к иконам. Спасибо. Спасибо. Валерий Попов, автор этой песни, одной из самых наших любимых. Спасибо. Прекрасная песня, действительно, просто замечательная песня. И еще у нас есть в программе сегодняшняя песня. Это песня мужчин, которые стоптали все подошвы под окнами красивых
женщин, да? Ну, либо, если шутить не очень хорошо, хорошее блюдо, приготовленное из куриных потрошков, да? Мажар дадан табахал арбаха. Давайте послушаем. Аллегорию у вас, знаете. Мажардадан табағы арбаға что Махисей ана хазар кошара что Хшавай бонаяш давандма фабаллан Махиса таригаттагай фатаршан Бахашын смамакахта да балкомма, Мажарда конал факашы макомма, Тенім зыдамады бирах саштынгаш, Басау мажарда явир алташ. Очышгай, мауал мамакаш, Башайным бишық шавмаштыр унчы, Оқусау камишам ондыма горлачы, Башайным бишық шавмаштыр унчы, Оқусау камишам ондыма горлачы. Домина варта омабон, Головы каманбауза нишьябон, Васпе пушат мажарджета да балкон, Мажардадан да барко бакото. Очышгай, мауал мамакаш, Бажайным бишық шавмаштыр өнже, Оқусау камишам ондыма горлачы, Бажайным бишық шавмаштыр өнже, Оқусау камишам ондыма горлачы. Здорово. На что только не способен влюбленный мужчина, по-настоящему влюбленный. И у нас еще одна авторская песня. Кто написал песню «Утро»? Асламбек Хазбиевич. Что вы вот стрелки? Вы написали и музыку, ты написал и музыку, и слова к этой песне, да? Тоже студенческое. Хотите, расскажу, как это было? Очень. Под каким впечатлением? Далекие-далекие годы, КВНовские еще наши. Вот. И вот Артур отпустил как-то бакенбарды. Такой чуб у него был, бакенбарды такие, ну, бас, баритон. Еще там мы репетировали. Вот. Я смотрю, еще пиджачок на нем такой был какой-то, пижонский. Нет, не малиновый, но пиджачок, но на нем, да. Вот, и навеяло. Я что-то смотрю на него, такой образ, голос. Ну, пришел домой, думаю, почему не написать. И вот она была на полке там 20 лет, 20 с лишним. Вот. Ну и вот на ваш суд
Артур Чекоев вдохновляет. Это хорошо, что ты с Игорем Крутым не столкнулся. Там бы как пошло бы дело. Ну, я бы так сказал, вдохновляет образ, слава богу, не Артур, сам, а образ. А вы не решайте за нас, за женщин. Так что все. Есть еще Пахмутова, которая тоже бы не отказалась про такому мужчине посвящать прекрасную музыку, да? Ну и давайте прекрасную песню, под которую просто невозможно сидеть на месте. Песня «Утро», жизнеутверждающая, зажигающая, просто поднимающая настроение, тонус, дарящая надежду. Сейчас мы все в этом убедимся. Ура! Утро прохладою гонит сон, гонит сон, гонит сон, гонит прочь. Солнце румяное нам с тобой, нам хочет помочь. Окна распахнуты, солнцу привет. Милая девушка, дай мне галстук в полосочку, стильный жакет, модницы юные смотрят мне вслед. Но я-то думаю лишь об одной. И быть хочу всегда только с тобой. Но я-то думаю лишь об одной. И быть хочу всегда только с тобой. Вечер опустится, звезд хоровод. Будет нас радовать ночь напролет. Сказка волшебная, месяц привет. Милая нежная, жду твой ответ. Сказка волшебная, месяц привет. Милая нежная, жду твой ответ.
Браво, Александровский проспект. Браво. Спасибо. Мы продолжаем. Это Ирон Квартирник. И по-прежнему самым красивым является Артур Чекоев. И ему мы даем слово. Еще одна песня из прекрасной киноленты «Песни над облаками», которую исполнял чудесный, да, ныне покойный Александр Борисович Градский. Для меня не просто ты красива, ты свет зари, ты небо синева. И вижу я, как колосятся нивы, когда лучатся твои глаза, когда лучатся твои глаза. Темнеют дали, если их туманит непрошенная горькая слеза. И вижу я, как луг альпийский вянет, когда печальны твои глаза, когда печальны твои глаза. В них летний зной, в них травы луговые, в них детский смех и горькая роса. О, милые, о, нежно-голубые, всегда со мною твои глаза, всегда со мною твои глаза. Для меня не просто ты красива, ты свет зари, ты небо синева. И вижу я, как колосятся нивы, когда лучатся твои глаза, когда лучатся твои глаза. Спасибо. Каждый раз как первый раз. Браво, Артур. Черный ворон, друг ты мой залетный, где летал так далеко? Черный ворон, друг ты мой залетный, где летал так далеко? Выйдет Дарья на крылечко, друга милого встречать. Выйдет Дарья на крылечко, друга милого
Спасибо. Спасибо. Ну и в заключении, я думаю, всеми любимая песня, которую поистине можно назвать вашей визитной карточкой. У меня есть друг Паша, который пришел на ваш юбилейный концерт только ради этой песни. Он ждал до... Давайте же споем о нашем красивом, прекрасном, чудесном городе. Великолепно. Синем-синем городе. Поехали. Засыпает уставший мой город, мамы спят и влюбленные спят. Дети спят, а хрустальные горы в изголовье беззвучно стоят. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Здесь милей нам и небо, и звезды, глаз любимых, не меркнущий свет. В этом городе нам даже воздух помогает любить и взрослеть. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Ночь спустилась над тереком нашим, дремлют белые вишни в садах. Кто влюбился в мой город однажды, несомненно вернется сюда. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, мой синий город, моя столица, Владикавказ. Спасибо. Арфагон, Солод,
Бужник. Арфагон, тут бужник. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях. Мой синий город, моя столица, Владимир, И еще раз. Кавказ. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях. Мой синий город, моя столица, Владимир. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях. Мой синий город, моя столица, Владикавказ. Спасибо! Вам спасибо. Сегодня в этот зимний вечер ваши сердца, наши сердца согревали группа «Фидан» и Александровский проспект. Заслуженный артист республики Артур Чекоев, заслуженный артист республики Валерий Нарсиков, заслуженный артист республики Асламбек Датев. И также наши прекрасные музыканты Юрий Родионов, Мадина Тамаева, Эльбрус Калагов, Мехман Такаджан и прекрасная Альбина Газаева. А также очаровательная и обаятельная Ирина Хабалова. К сожалению, наш прекрасный, уютный, добрый вечер, наш Ирон квартирник подошел к концу. Я надеюсь, я думаю, что он удался, потому что у нас были такие чудесные участники. Группа «Фидан» и Александровский проспект. Я думаю, что надолго этот вечер останется в наших сердцах и в нашей памяти. Есть что сказать? Крылья ТВ, вы лучшие. Так и есть. Спасибо огромное. Ирон квартирник на Крыльях ТВ. Мне ночами нередко снится. Спасибо огромное. До новых встреч. А теперь обнимаю. Засыпает уставший мой город, мамы спят и влюбленные спят. Дети спят, а хрустальный город